Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие мои братья и сестры. Доброго вечера всем. Ну, поскольку мы вчера еще в эфире говорили, что коротко так будем отвечать на некоторые вопросы некоторых провокаторов, так сказать, да, я решил, только что мне прислали сообщение, где нарнийцы утверждают, что мой тейп, который так сильно и так активно пытались приписать к себе некоторые нарнийцы, некоторые индейцы, чингачгуки, теперь оказалось, решили переиграть и сделать мой тейп, для тех, кто не знает, решили сделать, то они называли нас ференгами, теперь они начали нас называть, потом начал один индеец писать, что Эршбатой это непосредственно французы, оказывается, от какого-то графа произошли и пришли вместе с Тевтонским орденом в горы Кавказа. И новинка дня оказалось, что Нахчмахоевский тейп Эршбатой, который всегда был, есть, остается Нохчи. Оказалось, что мы вовсе не Нохчи, а пришли мы с севера и являемся скифами. Так что добро пожаловать в клуб. Аланами нас обнаружили и, так сказать, по ДНК Беслановской могиле гаплогруппа Q1 оказалась аланами. Теперь наши индейцы нарнийские приписали нас к скифам. Ждем следующее сообщение с тем, что Эршбатой являются сарматами. Так что вот так вот. То мы галгайцы, то мы аланы, то мы скифы. И один тейп Эршбатой каким-то странным образом стал так сильно мешать. К чему бы это? Если вы думаете так, нет, не один. Тут обсуждается целый ряд чеченских тейпов с исконно чисто чеченским тейпом Варандуай, Гунуай, Тируай, Эхки. Теперь очередь дошла до Эршбатой. Так что час от часу не просто. Все у нас, не у нас имеется в виду, у нарнийцев стали генетиками, историками, этнографами. Просто удивительно, конечно. Я поражаюсь, как говорится. Откуда такие глубокие познания всех чеченских тейпов? Ну, я скажу этим нарнийцам, а конкретно мы не называем народ, мы говорим нарнийцам. Этим нарнийцам можно сказать так, по крайней мере, ни один Эршбато не говорил, что он является другой нацией. Ни один Эршбато не говорил, что он пришел из Сикима. Ни один Эршбато не является потомком монгольского полководца. Хотя вы, как ни странно, приписываете монголов тоже к нам. Монголы-то еще тот был воинственный народ. Ну да ладно, не суть в этом. Так что, друзья, ну час от часу, как говорится, готовимся. Теперь кто следующие? Кого следующими назовут? Гуннами, скифами, сарматами. Я думаю, что следующие будут кемерийцы. Надо добраться до кемерийцев. Да, и еще до цанаров. Цанары все-таки относятся к нахчийскому народу. Это непосредственно доказано, научно и косвенно. И прямые доказательства есть тому, что цанары. Хотя многие могут с этим не согласиться. Давайте уж раз начали и доберемся до цанаров и всех остальных. А всем моим братьям, эршбатойцам, держитесь, братья. Аланы, скифы мы уже забрали. Осталось еще сарматы, кемерийцы. И все нормально. Потом так и доберемся до дзурдзуков. Там осталось буквально ничего. Хотя всякое может быть. Вот так и живем. Так и двигаемся по жизни. Любой чеченский тейп. Хать, и все. Ну, самое радостное то, что хорошо, что мы не из Сикима, да?
давайте придумайте что-нибудь про Секим, и что Эшбату оттуда. Что касается Ипполитова, Медни и всей вот этой бравады, у нас есть, мы прекрасно знаем всю эту ситуацию, ни Эшбатуэй, ни Муквай их не приняли, а тот, кто принял, на каком основании принял, мы знаем. У Эшбатуэ вообще нету фамилии Мударовых, насколько я знаю. И хочу огорчить, Эшбатуэ не однообразная гаплогруппа. В ДНК-проекте сейчас-то эту таблицу, насколько я знаю, по закону запретили. Но, чтобы вы знали, Эшбатуэ гаплогруппа есть и Q1, есть и J, и J2 есть, показала. Так что вы можете проверить. Фамилии называть я не буду, поскольку не суть. Но, как и остальные чеченские тэпы, в том числе и Эхки, и Лам Эхки имеется в виду, акинцы, как и остальные тэпы, чеченцы не являются, Эшбатуэ не является чем-то отдельным. Мы часть единого Нохчи народа, всегда были, есть и остаемся. Поэтому завидуйте молча, а за скифов и аланов реальный респект. Будем продолжать. Я тут просто заскочил, чтобы отвечать. Будем коротко вот так заскакивать и отвечать. Еще раз повторюсь. Друзья, тот, кто ведет себя не SD, а как Лей. Лей — это человек, который заходит, матерится, пишет какие-то матом слова. Через каждое слово голосовое там, или говорит бла-бла и так далее и тому подобное. Вы знаете, о чем я говорю. С такими рабами я общаться не буду. И сразу их культурно, грамотно дадим им знать, что они рабы. А с рабами аристократы не могут разговаривать с рабами. С рабами мы не общаемся. Представьте, это вдвойне обидно. Нарнийский раб, как это звучит. Так что с ними мы не общаемся. Хотите разговаривать, хотите спросить, расспросить и поговорить о истории, ведите себя культурно, разговаривайте культурно, и я готов на дискуссию с любым. Что касается, там были вопросы, что типа якобы вчера были запросы во время первого эфира. Я специально сказал, что во время первого эфира, прямого эфира, я не буду отвечать на вопросы, имеется в виду принимать. А второй эфир я специально сделал для того, чтобы ответить на вопросы и принять прямой эфир. То есть, когда запрос присылают, принять, и чтобы мы могли поговорить и ответить на вопросы. Вы видели, в телеграм-канале мы дали возможность, вариант отвечать всем. Хотя я с многими вещами не был согласен, и с Пикассо, и с Зурзукети. Но я дал высказаться. Не было мата, они высказали свое мнение. Кто-то может соглашаться, кто-то может не соглашаться. У них свой жизненный опыт. Они и старше меня по голосу, я так понимаю. Я в своей работе то, что встречал, я говорил. И документально это утверждал. А все остальное, и особенно когда заходят, вот у тебя на канале нацисты и так далее и тому подобное. Послушайте, друзья, если у меня на канале националисты или нацисты, как вы высказываетесь, то тогда будьте любезны, заходите, не оскорбляя, ведите разговор с ним. Это площадка для общения, чтобы все могли общаться между собой. Не для оскорблений, не для мата. Прямые эфиры, стримы проводятся, чтобы эта площадка, это контент, где мы можем с вами поговорить между собой, договориться, не договориться, согласиться, нет, но люди должны между собой общаться. Для того нас Всевышний создал разными народами, как вы любите, так сказать. Уже любите акцентировать. Но вчера разные были. Мы генетически, Владимир Владимирович Путин, мы генетически не одинаковые, конечно, хашхеш модели. Вы готовы с грузинами вот так 1000 лет, которые не понимают вашего языка, которые не имеют с вами общей генетики. А вот с теми, кто имеет, вы говорите, мы генетические, причем это рассказывает президент Российской Федерации, что мы абсолютно разные. Да, я согласен, мы абсолютно разные в этом вопросе. Поэтому, чтобы вот этих нюансов не было, я нисколько не оскорбляю, еще раз говорю, со всей ответственностью уважаю, ценю, люблю наших братьев ингушей, нормальных. А балаболов нарнийских, которые врут, мы их уничтожали, имеется в виду четко, грамотно,
создавая свой контент, рассказывая историю, этнографию, культуру. Точно так же и будем действовать дальше. Конечно, никакого ТБ, Тейшенболх, Ошичи, от нас никогда не был и не будет. Да, муха. Поэтому всегда пытаюсь призвать всех и пишу под постами: не оскорбляйте, не занимайте. И да, все, что я вижу, где мат или оскорбление чеченцев или ингушей, я сразу удаляю. И поскольку я это обещал, нужно уметь вести дискуссию. Я не могу, конечно же, отвечать здесь, сколько норнийцев заходит. Они оскорбляют чеченцев, потом выскакивают, и когда чеченцы начинают отвечать, мне... А ты вот у тебя под постами, а питандуд яши, азул мистагу, у тебя под постами там оскорбляют наш народ. Да никто бы не оскорблял. Никто бы не оскорблял. Если бы не было вот этих вот вонючих, злопахучих норнийских выродков, которые заходят и хотят провести на территории Нохчичуя референдум в Ачхой-Мартановском районе. Как вчера зашел один провокатор и говорил, надо провести в Ачхой-Мартановском районе. Боюсь, у тебя огорчение было бы очень большим, где бы ты ни провел. В Ачхой-Мартане, Валерик, Шами-Юрт, Закан-Юрт, Котар-Юрт. Где бы ты ни провел в любом из этих мест референдум, я боюсь, что сел бы конкретно в лажу. Итак, с вами был Башлам. В директ приходит какая-то интересная тема. Я буду коротко отвечать на ваши вопросы. Мы на связи. Если Ибраим заходил, если Ибраим этот можешь закинуть в YouTube, закидывай, я не против. Вай зайни аду, вай связи аду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.